Российские власти решили присвоить Симферопольскому аэропорту имя известного крымского художника-мариниста Ивана Айвазовского. Как и для чего разные аэропорты мира получают свои имена? Зачем России был нужен федеральный конкурс для этого? Почему в Симферополе победил Иван Айвазовский, а в Калининграде победа Иммануила Канта вызвала скандал и привела к вандализму? Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут. У микрофона Сергей Громенко. Здравствуйте. Прямой эфир. Продолжается эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц в 8:35 и 13:10 по крымскому времени или на час раньше по Киеву, ну а на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926, жители материковой Украины 044 490 31 18. Поехали! Тема дня. Имя великого художника-мариниста Ивана Айвазовского стало лидером голосования за присвоение аэропорту Симферополь дополнительного названия. Предварительные итоги акции «Великие имена» подведены на официальном сайте всероссийского конкурса. В шорт-листе великих имен, из которых крымчане и сторонние болельщики выбирали новое название для Симферопольского аэропорта, значились имена Ивана Айвазовского, императрицы Екатерины II и адмирала Павла Нахимова. По предварительным итогам конкурса за выбор имени Крымскому аэропорту было подано 255 тысяч голосов, из них более половины, 133 тысячи, за Айвазовского, треть за Екатерину и почти 50 тысяч за адмирала Нахимова. Последние сутки организаторы конкурса зарегистрировали рекордную активность участников. Прирост голосов за Симферопольский аэропорт составил 43 тысячи голосов. В рейтинге региональных аэропортов по активности голосования Крымский занимает третье место, уступая только российским Пензе и Минеральным водам. Акция «Великие имена» носит просветительский характер. Выбор имени для Крымского аэропорта позволит развернуть в нем тематическую экспозицию, а молодежи узнать об этих великих именах, отметил председатель Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе. Ранее президент России подписал указ о присвоении имен выдающихся деятелей отдельным географическим объектам, в том числе аэропортам, морским портам, железнодорожным станциям, с целью увековечивания памяти. Великое имя будет присваиваться географическому объекту решением главы государства по представлению правительства, предложение в адрес которого вносит Общественная палата по результатам обсуждения. Конкурс по присвоению аэропортам России и Крыма имен великих людей стартовал 11 октября, и по его итогам дополнительные названия будут иметь 47 аэропортов России и Крыма. Позиция российских властей полуострова состоит в том, что аэропорт Симферополя открыт, а позиция украинских властей в том, что, во-первых, он закрыт, а во-вторых, уже имеет свое имя. В 2015 году народные депутаты Украины присвоили аэропорту имя советского летчика крымско-татарского происхождения, дважды Героя Советского Союза Амедхана Султана. До эфира мы связались с лидером крымско-татарского народа Мустафой Джемилевым, чтобы он прокомментировал и оценил инициативу подконтрольных Кремлю властей Крыма. Давайте его послушаем. Дело принципа. Это в манере россиян делать все по-своему, пренебрегать интересами, чувствами других людей, особенно завоеванных территорий. Но я думаю, это не имеет какого-то значения, потому что после освобождения она будет обязательно, все будет восстановлено. Относительно аэропорта Симферополя уже есть решение Верховной Рады Украины, она будет носить имя Амедхана Султана. Также мы спросили, имя Амедхана Султана будет ли одинаково близким для всех этнических групп Крыма. Это дело не в этнических группах, это просто человек, патриот своей родины, он летчик, воевал, известен всему народу, известен далеко за пределами Крыма тоже. И для меня он, например, очень важен как один из активных участников еще национального движения за возвращение своего народа в Крым, потому что он там сбивал чеков. Но это вообще-то была инициатива не моя, а там целое объединение было. Общество «Ватан крылья Родины» называется. Они в течение многих лет добивались, обращались в разные инстанции. Ну вот, наконец, потом Верховная Рада, и тут после революции достоинства удалось провести это решение.
Также Мустафа Джемилев рассказал, когда аэропорт Симферополя получит имя Ахмедхана Султана не только юридически, но и, так сказать, физически. Ну, она сейчас юридически она носит именно Ахмедхана Султана, потому что есть решение Верховной Рады. Но они все будут делать, конечно, по-своему, милитаризировать, русифицировать, и как они там в советское время было все необходимо было советизировать, Красноармейск, Краснофлотск и все такое, а сейчас вот там я знаю, что у них было несколько, там шли Екатерина II, знатная летчица российская, Махимов, там еще кто-то. Мы остановились, если на Айвазовском, ну, это их, так сказать, право-то. Не право, но они а это Крым пока в заложниках в их руках, и они, видимо, будут делать все, что хотят. Поры до времени. Дело принципа. Это был Мустафа Джемилев, лидер крымско-татарского народа. А с нами на связи Дмитрий Амельчук, крымский политолог и историк. Дмитрий Владимирович, здравствуйте. Доброе утро. Мы тут говорим о том, что сегодня, 4 декабря, уже официально будет присвоено, будут подведены официальные итоги конкурса «Великие имена», и Симферопольский аэропорт, судя по всему, все-таки получит имя Ивана Айвазовского дополнительное. У меня к вам в этой связи есть два вопроса. И вопрос первый. Как сообщают организаторы конкурса, всего в голосовании принимало ли участие чуть более 255 тысяч крымчан. На ваш взгляд, не слишком ли это мало от практически там, без малого 2-миллионного населения полуострова? Достаточно ли репрезентативна эта выборка? Не будет ли так, что вот те, у кого есть там постоянный доступ в интернет и активность, они фактически выбрали за всех крымчан? Или этого достаточно? Нет, они действительно выбрали за всех крымчан. Вы же понимаете, что количество крымчан, имеющих выход в интернет, значительно больше той цифры. Но те люди, которые посчитали нужным в этом участвовать, они проголосовали. Это такая достаточно условная репрезентативность, я с вами согласен. Но те, которые не участвовали, либо согласны заранее с результатом, либо абсолютно безразлично. Хорошо. И второй к вам вопрос. Вот почему, на ваш взгляд, тут понятно, что вы не можете отвечать за все 133 тысячи проголосовавших, почему именно Иван Айвазовский победил? Почему, скажем, не Екатерина II, культ которой так в последнее время, не то чтобы раскручивается, но в последнее время все-таки на слуху, особенно после открытия памятника. Почему не адмирал Павел Нахимов, который там, опять же, связан с воинской славой России и с культом, и с Севастополем, который тоже в последнее время в Крыму имеет место быть. Почему Иван Айвазовский? Почему в конечном итоге там даже Сергей Аксенов высказался в пользу художника? Не кажется ли вам это странным, что художник-маринист стал победителем в номинации на название не порта, а аэропорта? Видите ли, в победах по многим регионам России там достаточно интересные бывают люди. А далеко не всегда имеющие хотя бы косвенное отношение к воздушному транспорту. Маршал Василевский в Калининграде, например, опередил Канта. Многие видели этот ролик, видимо, в интернете. Я скажу так, из всего того перечня фамилий, которые были предложены и обсуждались, это действительно наиболее знаковая и всемирно известная фигура, вызывающая более единое мнение крымчан и отсутствие каких-либо политических разногласий. Такая, знаете, консолидирующая фигура. Я думаю, что это в значительной степени определило выбор. Что ж, большое вам спасибо за ваш комментарий. Это был Дмитрий Амельчук, крымский политолог и историк. Если вы что-то упустили, заходите на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттер и Фейсбук, а мы вернемся в эфир буквально через несколько секунд. Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио Крым Реалии. Возвращаемся в студию радио Крым Реалий. С нами на связи Игорь Чубайс, российский философ, публицист. Игорь Борисович, здравствуйте.
Доброе утро. Итак, сегодня, 4 декабря, официально будут подведены итоги великого имени всероссийского конкурса, по результатам которого 47 аэропортов получат новые имена. И вот в Крыму, например, Симферопольский аэропорт станет аэропортом Ивана Айвазовского. Хотя тут кажется довольно странным, Почему именно Иван Айвазовский, почему не кто-то, имеющий отношение к авиации, но, с другой стороны, весь шорт-лист, он такой странноватый, тут и Екатерина II, и Павел Нахимов. Вот как вам кажется, почему, во-первых, шорт-лист выглядит так, без авиаторов, но императрица, маринист и адмирал, и почему крымчане в конечном итоге выбрали именно Нахимова? Вернее, не выбрали Нахимова, выбрали Айвазовского. Ну, выберут. Что им скажут, то они выберут. Дело в том, что вообще вот это как бы новая традиция, аэропорт, который получает имя какого-то известного человека, я знаю, что она, так сказать, отработана, она принята в Польше, и там это было очень удачно, и там, скажем, появился аэропорт Иоанна Павла II, Карл Войtyла, другие имена для поляков очень дорогие. Похоже, насколько я знаю, практика вот реализуется в Украине. В целом это связано с возвращением в историю, с возвращением своей идентичности, с осознанием ценности истории. А у нас Мединский, насколько я понимаю, решил, вот видел что-то такое, что хоть что-то живое, что можно сделать. И решил это скопировать, хотя никто не говорит, что мы повторяем здесь польский опыт, украинский опыт, вроде бы Украина вообще для нас неприемлема. Вот. Но решили просто это повторить. Но вот когда решили повторить, то оказалось, что поле имен это минное поле. То есть вообще имена, которые когда-то были великими, потом превращались в имена врагов превращались великие имена, потому что никакой истории у нас нет, у нас сплошная мифология. И отсюда вот проблемы, которые возникли. Аэропорт имени, хотели вот Севастополь, насколько я знаю, сделать Симферополь аэропортом Нахимова. Это само по себе любопытно, потому что вообще-то первый герой обороны Севастополя Корнилов. И еще во время Великой Отечественной войны предполагалось сделать орден Суворова, орден Кутузова, орден Корнилова, но потом сообразили, что Корнилов ведь был белый генерал, поэтому Корнилова никак нельзя. Сделали Нахимова, орден Нахимова. Нахимов тоже выдающийся военный руководитель, и Нахимов погиб на линии фронта. Между прочим, во время Отечественной войны, наверное, это в Крыму знают, обороной Крыма уже во время войны Великой Отечественной 41-45 года обороной Севастополя руководил генерал Октябрьский, у которого настоящая фамилия Иванов. Вот. Это Октябрьский в 1942 году, когда немцы стали давить на Севастополь, сел в самолет, улетел и удрал оттуда. Осталось 90 тысяч защитников страны, защитников города оставил без боеприпасов, без руководства, без всего. Они все попали в плен, а те, кто еще потом выжил и вернулся домой, вот их всю жизнь гнобили за то, что они попали в плен. А Октябрьский получил звание Героя Советского Союза и звание адмирала. Вот. И здесь какое имя ни возьми, все это связано с фальсификациями советскими. И, кроме всего прочего, сами выборы, я понимаю, что поляки выбрали Войтылу, это наверняка именно так и произошло. У нас как-то Путин предложил выбрать имя для его собаки. Вот, это было лет 5, наверное, тому назад, и тогда стали писать, а почему выборы депутатов нам не доверяют, а выборы имени для собаки Путина доверяют. И стало понятно, что вся социальная картина, она целостна, нельзя из нее что-то одно вырвать, а другое не вырвать. И вот то, что, скорее всего, будут названы те имена, которые нужны, и то, что это выборы не настоящие, вот это заранее ясно. Кстати, сама эта процедура присвоения звания имени аэропорту и выборы имени вот такого-то выдающегося деятеля,
эта процедура у нас проходит очень тихо, она проходит на фоне совсем других процессов, на фоне катастрофы в Керченском заливе и потери, колоссальных репутационных потерь, и не только репутационных потерь, которые понесла наша власть. То есть об этом гораздо больше говорят, чем о переименовании или присвоении имен. Ну и к тому же сама процедура, вот даже формальная процедура голосования и выбора имени, она четко не описана, потому что есть города, там есть, например, город Минеральные воды, есть город Пенза. И тот, и другой хотел присвоить имя Лермонтова. И получилось, в Минеральных водах проголосовало за Лермонтова меньше, чем в Пензе. Но население Пензы примерно в 10 раз больше, чем население Минеральных вод. Поэтому как тут быть? И вообще кто голосует? Все это не описано, все это какая-то игра. Ну и, наконец, еще что я успею сказать, гораздо важнее иметь в виду другую проблему. Вот в Соединенных Штатах Америки 14 тысяч аэропортов. В таком малоизвестном государстве Папуа-Новая Гвинея 560 аэропортов. А в Великой России 228 аэропортов. Вот эта проблема гораздо более важная, гораздо более существенная. Тотальное отставание страны, выбивание ее из прогресса, из развития, из цивилизованного мира. Вот это угнетает, и это нужно преодолеть, и это является сегодня самым страшным, самым опасным. Ну, смотрите, как бы тут на Соединенные Штаты Америки я бы не стал оглядываться, тут все-таки, по крайней мере, с точки зрения количества аэропортов, тут все-таки бюджеты стран несопоставимые. Просто к Соединенным Штатам примечательно обратиться, потому что в Соединенных Штатах есть международный аэропорт имени Джона Кеннеди, и тут с какой стороны ни посмотри, тоже вот такой пример для России. А в защиту от Папуа-Новой Гвинеи скажу, что там практически нет автомобильных или железных дорог, поэтому там в основном народ, конечно, пользуется морским и авиационным транспортом. Но это не то. Все-таки вы же у нас не министр инфраструктуры, я у вас пытать про количество аэропортов не буду. Я вас спрошу, зачем, если все такие проблемы вот высвечиваются такого рода голосованием и странности, зачем тогда Россия вообще решила проводить конкурс? Почему нельзя было, скажем, организовать совещание экспертов и потом по результатам этого экспертного мнения назначить, вот, дескать, эксперты посовещались, вот будут такой аэропорт с учетом, скажем, там, с учетом истории, географии, например, в законе Украины, я просто не знаю, как там в законе России, в законе Украины о географических названиях это четко написано, что местная власть подает инициативы на основании предложений именно экспертов в этой области, а массовое голосование не предназначено. Зачем Россия? Это такая вот попытка игры в демократию или что-нибудь другое? Ну, дело в том, что большинство стран мира, по крайней мере, большинство европейских стран, это страны, где власть выполняет волю народа. А в нашей стране народ обязан выполнять волю власти. У нас существует вертикаль власти, это совершенно прямо, открыто и ясно сказано. Но такая ситуация вызывает, конечно, противодействие, сопротивление. Поэтому всюду, где можно имитировать как бы народное желание, народный выбор, народное настроение, это делается. И я так понимаю, что Мединский решил показать, ну, конечно, где-то будет выбран Пушкин, потому что, ну, кого же еще выбирать, а где-то будет выбран Лермонтов. Но вот попытка дать народу реальную возможность выбирать, она тут же сталкивается с серьезными проблемами. Там разные поп-лидеры, которые где-то для меня незнакомые имена, где-то там в Сибири стали спорить, какое имя дать, но оказалось, что человек, которого хотели прославить, он как бы за гранью списка, его вообще нельзя называть. То есть это попытка показать, что существует свободный выбор, это попытка показать, что голос народа важен, но попытка, которая так же неудачна, как практически и все другие попытки, потому что играть в такие вещи нельзя, либо нужно делать что-то настоящее, либо не делать ничего. Ну вот смотрите, в этом контексте еще раз давайте вернемся
Крыму, где побеждает, ну, будем называть это так, побеждает Айвазовский, и Дмитрий Амельчук, крымский политолог, говорит, что выбрали его потому, что это наименее конфликтная фигура, которая вызывает меньше всего дискуссий, и я попрошу вас прокомментировать это мнение. А во-вторых, сравнить это с ситуацией в Калининграде, где дошло до открытого скандала, где в лидеры сначала выбился Иммануил Кант, а потом Иммануила Канта отстранили, и вандализм случился на кинотафе его, и даже там, вице-командующий Балтийским флотом заявил, кто такой Кант, вот начитались своих книжек и теперь умничают. Вот почему с Кантом вот так вот получилось? Ну, что касается Канта, я считаю, что это очень, очень болезненное проявление, в общем, невежества власти, потому что Кант это... Ну, вообще Кант родился в Германии, а умер в России. Я, собственно, поскольку моя профессия философия, я на философском факультете мы полгода изучали философию Канта, читали его даже по-немецки, это было необходимо. Вот. При том, что от полгода учили Гегеля, полгода изучали Канта, а русскую философию, всю русскую философию изучали всего 1 год. То есть у нас был такой германоцентризм в образовании. А когда речь идет о топонимике, о названии, присвоении имен, то Кант оказался за чертой, как бы он неприемлем. Кант – это не чисто немецкий, он, конечно, немецкий философ, хотя, я повторяю, он умер уже тогда, когда Кёнигсберг стал частью Российской империи. Это было некоторое время еще в самом начале XIX века. Вот. Но игнорировать мировые имена, некоторые, видимо, думают, что это недооценка самих себя, а на самом деле это проявление собственной слабости. То есть, конечно, Кант – это великое имя, и Кант похоронен в Калининграде, я был на могиле. Во всяком случае, имя Канта несопоставимо с именем Калинина, которое присвоено городу. Вот. Но это показывает, что вот вся система ценностей, вся иерархия ценностей, она какая-то искаженная, фальсифицированная, где-то какие-то комплексы. Уж то-что, а присоединение Третьей Восточной Пруссии, это не была агрессия, это был результат войны. Германия проиграла, и Россия имела все права, и она законно получила эту территорию. Это таковы итоги войны. Поэтому что-то по этому поводу такое изображать непонятное. Это проявление некомпетентности и неграмотности. А что касается, но можно и в другую сторону повернуть эту тему. Понимаете, вот Айвазовский это действительно, ну, как бы художник, ему не до классовой борьбы, не противостояние правых, левых, красных и не красных. Вот. Но у нас, например, была бульдозерная выставка в середине 70-х, когда художники, нонконформисты вышли на улицу и выставили свои картины. Их давили бульдозерами. Вот как раз недели 2 назад лидер этого движения, которому в конце концов пришлось ехать во Францию, в Париж, он, вот, как говорится, ушел в мир иной, он умер. Об этом почти никто не вспомнил, хотя художник был великий, признанный в Европе, известный, но у себя на родине о нем почти не вспоминали, и вернуться в Россию он не смог. То есть здесь политизация настолько глубокая, идеологизация, что она касается всего. И когда Верховная Рада Украины присвоила звание Амедхана Султана аэропорту в Симферополе, ну, казалось бы, ну, вот на этом сойдитесь. Вот он герой войны, он герой Советского Союза, он воевал за советскую родину. Нет, это игнорируется. Неважно, что он воевал за Советский Союз, неважно, что он погиб в небе как герой уже в самом начале 70-х. Важно то, что он крымский татарин, а это, хотя вслух это не говорят, но это означает, что это имя не пройдет. Вот что происходит. Ну и последний вопрос, чтобы уже закрыть тему с Кантом. Я понимаю из ваших слов позицию российской власти, но ведь вандализму подверглась его могила не со стороны официальных чиновников, а со стороны калининградцев. Почему население так болезненно восприняло Канта и начало борьбу с мертвыми? Ну, я не знаю,
кто входил в ту самую группу, которая там измазала могилу Канта. Ну, понимаете, вообще дикари есть всюду. Это не только в Папуа-Новой Гвинее, может быть, больше в России. Вот. Но почему так люди поступили? В принципе, можно сказать, что почти все гражданские инициативы, гражданские группы, левые, правые, центристские, которые у нас существуют, они оказываются под более или менее жестким контролем власти. Вот это один фактор. А другой фактор, у нас, когда говорят, вот социологи выяснили, общественное мнение у нас вот такое, тогда у нас невозможно изучить общественное мнение, у нас изучается эффективность пропаганды. Это разные вещи. И как работает наше телевидение, вот телевидение охватывает примерно там 70, сейчас уже вот было 85, сейчас меньше процентов населения, просто повторяя то, что говорит ведущий, диктор телевидения. Что она говорит, то и происходит. Вот могу напомнить такие цифры, которые, на мой взгляд, очень показательны. Я боюсь, я прошу прощения, у нас уже просто на эти цифры, к сожалению, нет времени. Я благодарю вас за обстоятельный рассказ. Надеюсь, что мы еще вернемся к этому разговору. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Игорь Чубайс, российский философ и публицист. Это радио Крым Реалии. У микрофона все это время для вас работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. После короткой паузы самое крымское в мире радио вновь вернется в эфир.